Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Позади новогодние праздники, и новый рабочий 2021 год уже на всех оборотах вступает в силу. Прежде чем говорить о самых важных событиях и тенденциях вокруг Абхазии в наступившем году, мы решили еще раз вспомнить самые значимые события и результаты ушедшего 2020 года. Итак, начнем. Худшим годом в истории назвал 2020 год известный журнал Time и поместил на обложку своего журнала цифры 2020, перечеркнутые красными линиями, а внизу надпись «Худший год в истории». Автор статьи отмечает, что, конечно, в мировой истории были и другие ужасные года. Стоит вспомнить и Вторую мировую войну, и Великую депрессию, или грипп 1918 года. Но для большей части нынешнего населения Земли именно этот год выдался особенно ужасным. Конечно, главная причина тому – это разразившаяся в мире пандемия коронавируса COVID-19. Кстати говоря, именно эти три последних слова стали самыми популярными в прошлом году. Пандемия, коронавирус, COVID-19, а еще слова самоизоляция, удаленка и вакцина. Масштабы катастрофы особенно выпукло показывают цифры. От пандемии коронавируса в мире умерло около 1,5 миллиона человек. И в самом своем начале, когда остальной мир еще гадал, правда ли существует этот вирус и не всемирный ли это заговор с целью чипировать все население планеты, уже вовсю лихорадило старую Европу. И больше всех пострадала Италия, сводки о заболевших и погибших в которой напоминали сводки с фронтовых полей. Другим откровением времени стало то, как в борьбе Италии с вирусом вдруг оказалась беспомощна вся Европа, которая глухо закрылась на карантин. В самый нужный момент единая Европа не смогла объединить свои усилия, и это то, что открыто наблюдал весь мир. Никто из европейцев не протянул руки помощи итальянцам. Итальянцы же ответили на это известным клипом, в котором напомнили остальной Европе о том, что это они, итальянцы, показали им, что такое цивилизация. В клипе, который стал вирусным, итальянцы обвиняют своих соседей-европейцев в том, что они отвернулись от них в самый сложный момент. Grazie, caro Macron, cara signora Merkel. Grazie per averci abbandonato nel momento del bisogno. Grazie per averci negato di poter acquistare da voi semplici mascherine ed altri presidi medici atti a combattere la diffusione del virus. Le avremmo pagate, sapete? Siamo italiani, quelli sporchi, chiassosi, indisciplinati, buffi, folcloristici, poveri e talvolta mafiosi. Ma siamo anche quelli che vi hanno costruito le strade, le scuole, vi hanno insegnato l'alfabeto che usate, spiegato le leggi, il diritto, l'organizzazione dello Stato e la creazione di quello di diritto. Siamo noi, gli italiani, gli autori delle opere che riempiono i vostri musei, dei testi che studiate, delle invenzioni che usate, quelli che con enorme sacrificio si trovano a dover conservare e gestire ben oltre il 70% del patrimonio culturale ed artistico mondiale, chiedendovi una cifra irrisoria per il biglietto ai musei, talvolta neppure quella. Siamo noi, gli italiani, quelli che vi hanno offerto l'arte e la cultura su cui si basa la nostra e la vostra civiltà, la massima espressione di bellezza, armonia, equilibrio che l'essere umano abbia mai raggiunto. Пандемия коронавируса заставила увидеть нас всех, как вдруг опустили самые шумные города мира, стали безлюдными городские площади, как стали пустынны пляжи, как остановили свои рейсы крупнейшие авиакомпании. Вдруг в одно мгновение планета как бы очистилась от людей, и кадры из различных городов мира напомнили нам сюжеты фильмов про зомби-апокалипсис.
Обвиняемый во всех бедах коронавирус все же смог внести некоторые плюсы в развитие мировой истории. Об этом, например, говорили экологи. Вынужденная самоизоляция огромного количества людей и приостановление их деятельности во всех сферах привели ко многим положительным изменениям в природе. В некоторых регионах мира серьезно очистились воздух и водные системы. В реках и озерах вдруг стали появляться водоплавающие и рыбы, которых там давно не было на улице. В городов вышли животные, которые никогда там ранее не появлялись. Природа решила отдохнуть от нас, писали во многих своих статьях экологи всего мира. Как сообщают в НАСА, в текущем году зафиксировано значительное снижение содержания диоксида азота в атмосфере над Китаем. Эксперты отмечают, что это первый за всю историю наблюдений столь резкий спад загрязнения воздуха на такой обширной территории. Каналы Венеции стали настолько чистыми, что в них появились дельфины. Местные жители пока не благодарят за это COVID-19, но постят красивые фото и видео в соцсетях и советуют властям задуматься. Прежде гондольеры использовали протоки для проведения водных прогулок, а сама вода, хотя и была достаточно светлой, казалась мутной. Теперь же каналы стали настолько чистыми, что люди начали замечать в них рыбу. Другому итальянцу и вовсе удалось снять в городе лошадь. Она в одиночестве прогуливалась между домами. Однако пользователи больше всего оценили видео, на котором в кафедральный собор зашел олень. Животное неспешно осмотрело территорию и отправилось по своим делам. А в Китае в закрытую деревню в провинции Юньнань пришло семейство слонов. В поисках еды они изрядно потоптали плантации, нашли емкость с кукурузным вином, напились и заснули прямо в чайных кустах. В Таиланде сотни голодных обезьян выбежали на проезжую часть и устроили настоящую бойню за пачку печенья. Макаки заняли все проезжие полосы и не давали никому проехать. В Японии тоже прикормленные, но миролюбивые олени, которые обитают в парке Нара, пошли по улицам в поисках еды. Они и раньше бродили среди людей, выпрашивая лакомства, но без туристов начали ходить по городу большими стаями, настойчиво заглядывая в открытые двери. В Париже шутят. Слухи о военном положении появились после того, как свиньи захватили улицы. Фото тому доказательство. Коронавирус стал главным даже не событием, а скорее атмосферой всего 2020 года, который многому научил, на многое заставил смотреть по-новому и показал, что мир меняется, и надо успеть меняться вместе с ним. Но были и другие события, которые запомнились. Среди печально известных огромные по своему масштабу лесные пожары в Австралии. Кадры с горящими австралийскими лесами и бедными животными, погибающими в свирепствующем пламени, тоже станут одним из символов прошедшего года. Особенно грустно то, что и у нас самое начало уже этого года было омрачено несколькими крупными пожарами в предгорьях.
А вот в конце мая 2020 года в США начались так называемые цветные протесты. После гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полиции в США вспыхнули массовые протесты под эгидой антироссийского движения Black Lives Matter. Черные жизни имеют значение. В ряде городов мирные акции перерастали в столкновения с полицией, погромы и мародерство. Местные власти стали вводить комендантский час и другие ограничения, чтобы сдержать протестный накал. Протесты повлияли на политику и решения крупных корпораций и целых индустрий. Например, сегодня общественность может раскритиковать новый фильм только потому, что главного героя играет белый человек. To march, to dance, to kneel, to be quiet. We're saying your name. We're saying their names. В России пандемия коронавируса отменила пышное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все празднества были перенесены на конец июня, когда на Красной площади в Москве прошел юбилейный парад победителей. Наша республика в прошлом году была наглухо закрыта от передвижений вплоть до 1 августа 2020 года, когда была открыта граница с Россией. И к нам приехало огромное количество туристов. И по сути получилось так, что курортный сезон был смещен с летнего времени на осенне-зимний. Кстати говоря, на начало этого года также зафиксированы внушительные цифры туристического потока из России в Абхазию. Абхазия как раз открыла свои границы, когда в России объявили о том, что ученые разработали вакцину от коронавируса. Самыми важными политическими событиями в мире стали по хронологии события в Беларуси, Нагорном Карабахе и смена власти в США. В Беларуси прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала около 10% голосов. Она уехала в Литву, откуда обвинила власти в фальсификации голосования и потребовала отставки Лукашенко. В стране начались протестные акции, нередко перерастающие в столкновения с правоохранителями.
Там человек валяется без сознания. Самыми близкими к нам и волнительными событиями стали военные действия на территории Нагорного Карабаха, которые начались 27 сентября 2020 года. Полномасштабные военные действия между армянскими и азербайджанскими войсками продолжались вплоть до 9 ноября, когда азербайджанскими войсками был занят стратегический город Шуша или Шуши. После произошло подписание договора, согласно которому в Нагорный Карабах были введены российские миротворческие силы сроком на 5 лет. Наши сыновья там умирают за что? Если нужно будет, мы матери спать. После обстрела. И под конец года в новом свете в Соединенных Штатах Америки прошли, пожалуй, самые скандальные и даже, можно сказать, беспрецедентные выборы для этой страны. Дело в том, что победа на выборах демократа Джо Байдена впервые за историю демократической Америки не была тут же и безоговорочно признана его оппонентом Дональдом Трампом, который заявил, что результаты выборов сфальсифицированы. И на самом деле это он избранный президент Америки. Традиция не признавать итоги состоявшихся выборов абсолютно новое явление для этой страны. Еще более удивительным стало то, что в самом начале уже этого года сторонники Дональда Трампа решили восстановить справедливость и, ворвавшись в здание Конгресса США, учинили там беспорядки, требуя отмены провозглашенных итогов выборов. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment.
Комментируя эти события, многие наблюдатели из Старого Света, особенно из постсоветского пространства, отмечали, что в США, видимо, попал новый вирус власти, который так хорошо знаком многим тут, в частности, на Кавказе. Это, пожалуй, главные мировые события прошлого года, которые остались в памяти у многих из нас и наверняка сделали 2020 год незабываемым. Мы ждем гораздо больше милости и спокойствия от 2021 года и будем с удовольствием наблюдать для вас за всем, что происходит вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.